ежечасно по всей земле грехи мира смываются пречистой кровью божественного Агнца. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты иси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие самое есть пречистое тело Твое, и сие самое есть честная кровь Твоя. Эти люди, молящиеся сейчас в храме, участники той самой тайной вечери, которая совершилась впервые почти 2000 лет тому назад. И это потому, что богослужению православной церкви присущая вечность во времени. А это означает, что мы в 21 веке имеем возможность соприкоснуться в богослужении, в молитвенном озарении с давно бывшими событиями. «Днесь», — говорит Церковь, и это означает, что мы предстоим в данный момент времени вечным событием. Днесь – это не когда-то тогда, в едва видной глубине времени. Нет, сейчас, в эту минуту, мы участвуем именно в этой самой тайной вечере. Дева днесь пресущественного рождает. То есть сейчас эти люди не только воспоминают это давно бывшее великое событие, Рождество Христово, а и сейчас, в сию минуту, участвуют в нем. Не жившие тогда, 2000 лет тому назад, они сейчас вместе с этими волхвами, преподносящими свои дары младенцу Христу, золото как царю, ладан как Богу, смирну как страдальцу, падшие кланяются ему и приносят в дар свои помыслы. И самое главное, что являет истинную веру – желание всегда быть со Христом. И вот уже в 2000-й раз звезда Вифлеемская незримо сияет над миром, призывая каждого человека устремить свой взор на новорожденного. И 2000 лет назад люди, как и сегодня, были заняты каждый своими заботами. Внимание было направлено на дела житейские и на громкие мирские события. И тогда, 2000 лет назад, только внешне все было не так, как теперь. Только внешне.
И 2000 лет назад люди ели, пили, веселились, женились и выходили замуж, покупали, продавали, строили. И не заметил мир великого дела, совершенного Богом, приходом Его на землю. Посреди животных лежал царь мира, пришедший освободить род человеческий от ужасного рабства. Рабство греху, рабство смерти и рабство дьяволу. Что было бы, если бы ныне снова пришел на землю Сын Божий? Пришел не судьей мира, как придет вторично, а таким же смиренным, как и пришел, младенцем. Поклонились бы Ему нынешние властители мира? Готовы ли были вкушающие житейские блага оставить их ради вещаемой им истины? Что сказало бы большинство людей, вступающих в третье тысячелетие, Сыну Божьему, если бы Он снова тихо и бесшумно сошел на землю? Ведь присутствие Христа в мире очень усложняет проблему мира. Славянский апостол бессмертия человеческой души обнаружил этот скрытый вопрос ко Христу, который могло бы задать и сегодня ему немалое количество людей. Да и сам-то этот вопрос возник 2000 лет назад, тотчас по Рождестве Христа, когда Ирод вместо дара Христу принес к нему свою злобу, и первой великой жертвой пречистому Рождеству Христову стали тогда 14 тысяч невинных младенцев. Этот вопрос, не покидающий большинство человечества вот уже 2000 лет, Федор Михайлович Достоевский обнаружил в потаенных уголках сердец тех, кто принял то, что с негодованием отверг наш Спаситель. И когда Федор Михайлович нашел этот вопрос ко Христу, он вынес его на самые сильные свои страницы в поэму «Великий инквизитор». «Зачем ты пришел мешать нам?» Вот вопрос, который никто не осмелится произнести вслух, но который постоянно задают люди Христу своими делами, своим образом жизни, своими помыслами. «Зачем ты пришел нам мешать?» – вопрошает великий инквизитор, а вместе с ним и большая часть человечества. Христос не отвечает ему, потому что еще во время своей земной жизни Он предварил этот вопрос. «Образ Бо дах вам. Я пришел и дал вам образ, чтобы и вы поступали так же, как поступал с вами я». Вот где сердцевина православия. Христос заповедал всем и каждому поступать так, как поступал Он во время своей земной жизни. Но именно подражание Христу и усложняет неимоверно нашу земную жизнь, целью которой теперь провозглашено «Живи, наслаждаясь». 20 век превзошел все другие века изобилием великих научных открытий, изобилием выдающихся технических достижений. Покорили атом, походили и попрыгали на Луне, опутали все человечество всемирной паутиной. Но было в 20 веке одно открытие, которое почти никто не заметил. Вот если бы Нобелевский комитет, если бы этот комитет, представим себе, думал не только о том, что человеческое, но хотя бы иногда задумывался о том, что Божие, он непременно
заметил бы открытие сербского мыслителя, стратега XX века, преподобного Иустина Поповича. Открытие лично необходимого каждому человеку без исключения. А преподобный пояснял, христианские воззрения в известной мере существовали и до Христа. Некоторые христианские моральные принципы можно найти в иудаизме, некоторые в буддизме, некоторые в конфуцианстве, но там нельзя найти то, что является самым главным, то, что едино на потребу, а это личность Бога-человека Христа. Без личности Христа учение Христово не имеет ни спасительной силы, ни непереходящей ценности. Оно, учение, сильно и спасительно настолько, насколько жива ипостась его божественной личности. И чтобы достучаться до сердца современного человека, который, добывая себе мирские блага, оказался погребенным под завалом житейских забот, преподобный и произносит величайшее слово XX века. Евангелие, послание, весь Новый Завет, вся догматика, вся этика без чудотворной личности Христа представляют собой или вдохновенно-мечтательную философию, или романтическую поэзию, или утопические мечтания, или злонамеренный обман. И только личность Христа придает животворящую силу всему новозаветному учению. Все, что нужно человеку в этом и во всех возможных мирах, находится в личности Бога-человека Христа. В ней решение всех личных и всех социальных проблем не только нашего времени, но всех времен до скончания истории. Непобедимы, если бы были едины во Христе. Они пытаются выглядеть смелыми и не ведают, что подверглись самой опасной болезни, которой смертельно болеет европейское общество. Болезнь эта – вера в самого себя. Образ Бодах вам несется над площадью, но этого никто не слышит. Пламенная душа Петра первой устремилась подражать Христу. Но на одно мгновение, когда он решил полагаться только на свои силы и тем самым отступил от любимого образа, то сразу ощутил весь ужас этого отступления и горько плакал. Он плакал всю оставшуюся жизнь. От частого и горького плача его глаза казались красными. И когда он горькими слезами возвратил себе ключи Царства Небесного, то первым его словом, с которым он обратился ко всему человечеству, став истинным камнем, заложенным в основу церкви, было: «Христос оставил нам образ, да последуем стопам Его». То есть уподобимся Ему, станем преподобными, станем святыми. Все мы вышли из XX века, нашего родного века, века космонавтики. Века атомного. Века компьютерного. Века, каждое достижение которого гласит о горячей минувшей жизни, о страстной вере в свой подвиг,
в свою истину, в свою борьбу, в свою науку. И века преклонения перед человеком, века, заболевшего самой роковой болезнью – обоготворением человека, и потому ставшего веком всеобщего отступления от Бога. В России сила этого отступления была явлена открыто, но это гонение на церковь в XX веке вызвало в России и небывалый духовный подъем. О том, что революция для церкви была очистительной, нам поведали отцы церкви. И отдавшие тогда жизнь за Христа получили то, чего и хотели – Царство Небесное. Настало и время восстановления храмов. И эти разрушенные храмы восстановили. А эти? Ведь каждая человеческая душа – храм Божий. И души наши – такие же разрушенные храмы. Восстановятся ли эти разрушенные храмы? Оптимизма для этого мало, потому что отступление от Бога, как видимо, распространилось по всей земле. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И будто, продолжая великого инквизитора Достоевского, выдающийся итальянский режиссер Федерико Феллини создает свою поэму о всеобщем отступлении «Церковь на подиуме». Cosa desidera, Monsignore? Signore, lo sa, principessa, che quando ero piccolo ero proprio un discolo. Поразительными средствами кино, искусством XX века, Феллини создал образ отступления от Бога, присущий нашему времени. Отступление коварного, когда внешние атрибуты религии умножились и украсились. Lo stesso modello è concesso realizzarlo anche con altro tipo di tessuto, quale la seta o la lana per le differenti stagioni. Gli stivaletti sono di cuoio e pelle, nei due В colori. его поэме отразилось все: и умножение соблазнов, и всеобщее их господство, и забвение евангельских заповедей, и пренебрежение ими, и обмерщвление церкви. Modello numero 2, Tourterelle Immaculée, cornetta inamidata con ali ventilanti, utili per ambienti difettosi di aria. Вглядываясь в его образы и сравнивая их с реальной жизнью, заключаешь, что уже сбываются пророчества духоносных отцов, возвестивших о нашем положении, о том, что благодатные руководители иссякнут, а умножатся лжеучители, обманутые бесовской прелестью и влекущие весь мир в этот обман. Отцы церкви предупреждали, что отпадение от веры будет массовое,
что изменят вере многие епископы и в оправдании будут указывать на блестящее положение церкви. В людях будет навык отступления от правды и сладость компромисса и греха. Все это, похоже, сбывается. В поэме Феллини блистательно изображена и самая страшная болезнь XX века. Преклонение перед человеком и обоготворение его. А это уже не постановочные кадры. А учить жене не позволяю, строго предупреждает апостол Павел. Но что 20 веку запрета апостола? С 20 века женщины становятся его апостолами. Chapter 17, verses 1 to 5 and verse 22. Женщины получают не только читая Евангелие. Все чаще и чаще они облачаются в священнические и епископские одежды. После чтения Евангелия динамичная феминистка Джакелин Грант проповедует слово. In the black religious tradition, the preaching experience is indeed an event to be experienced. To put aside the summary of the sermon which you hold in your hand. Что подиум Феллини по сравнению с таким вот обмерщением? А вот так, без всяких слов, только своим присутствием на этом вот подиуме, напрочь отвергается вот эта книга правил, которую отцы церкви создали в муках только для того, чтобы мы в точности соблюдали все, что в ней написано, и этим охраняли бы чистоту православия так же, как охраняли ее они до мученической крови. И сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «От пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют». Еще 200 лет назад в России отцы церкви, предвозвестив об этом времени, способного заразить всякого,
предначертали и образ действия в этом положении. «Ныне одно лицемерство», — предупреждали они. «Уклонись от зараженных лицемерством масс, действующих в направлении его, прикрывающих служение миру служением Богу». Прикрывающих служение миру служением Богу. Да, невелико, весьма невелико оказалось в 20 веке число тех, которые были способны последовать стопам Христа. Из тех же немногих, кто последовал в 20 веке за Христом, первым следует увидеть всероссийского императора Николая II. А за ним тысячи новомучеников и исповедников российских, которые добровольно пошли на смерть единственно только из любви к той истинной красоте, которую Сын Божий открыл, придя на землю. Кто нас разлучит от любви Божией? Вопрошают они вместе с апостолом Павлом, смотря нам прямо в глаза. И вместе с апостолом сами же и отвечают: ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни глад, ни нагота, ни беда, ни меч не возмогут разлучить нас от любви Божия. Любить Христа обидчиво, может быть, пробубнит сейчас этот господин, похожий на известного политика. Как будто мы на Западе не любим Христа. Но странной любовью признался бы, пожалуй, даже господин, похожий на известного политика, если бы он смог заглянуть в русское сердце. Но сердце русское увидеть западнику трудно. Потому что он смотрит только на внешнюю сторону русской жизни и, не находя в ней привычного ему телесного комфорта, с сожалением заключает: может ли быть в России что доброе? Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением, говорит Западу святой последних времен архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский Иоанн. Поймет ли, например, Париж, что это такое восстановленная Россия? И почему она так необходима ему, Парижу? Вряд ли. Так кто же он, западник? Западник – это вовсе не тот, кто живет на Западе. Западник – это не географическое понятие. Вот, например, русские западники, сотворившие февральскую революцию. Западник – это тот, кто слову Господа о том, что невозможно вместе работать Богу и мамонне, не придает никакого значения. Любим и Бога, и удовольствие. Что в этом плохого? Вот его признание. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Не этими ли сокровищами заполнял 20 век сердца людей? А на исходе века
будто спохватившись, Запад своими сокровищами бросился заполнять и русские сердца. И оно, русское сердце, то обещается сочетовать со Христу и следовать за Ним, то, как жена Лота, оборачивается к удовольствиям мира и не замечает, как превращается в соляной столб. Сам Спаситель приводит жену Лота в пример привязанности к земному стяжанию, из-за которого она и погибла. Таким образом, главным отличием-то XX века стало не то, что он атомный, не то, что он компьютерный, а то, что он, XX век, узаконил одновременное служение и Богу, и мамонне, чем и закрепил две морали. Наука непогрешимого западного человека провозгласила принцип самосохранения, а это значит и основной принцип человеческой морали. Научная мораль приказывает: ради себя жертвуй другими. Другая, христианская мораль, она заповедует: жертвуй собой ради других. Чем же жертвовать? Собой или другими? Выбор неизбежен, и выбор предлагается один Богом, другой дьяволом. Наука говорит: ты не виноват, что природа тебя таким создала, и инстинкт самосохранения превыше всего. И все становится так ясно: раз жертвовать, то другими, а не собой. И ради своих удовольствий жертвую даже своими детьми. Человек хочет жить спокойно, комфортно, долго, не болеть. И это в основном осуществляется за счет массового убийства. То есть на самом деле все рассуждения о росте преступности, они являются просто крокодиловыми слезами. Потому что любой преступник убивает чужих ему людей, они ему чужды. А современные люди в семьях, отцы и матери, и подначиваемыми, причем дедушками и бабушками часто, убивают детей собственных. И это преступление тем более ужасно, что никто не чувствует преступности содеянного и всячески оправдывается и поощряется, еще и государство. От этого оружия гибнут тысячи. А от этого орудия убийства младенцев, созданного 20 веком, гибнут миллионы. И не замечает мир спустя 2000 лет, что продолжает избивать младенцев, охотясь за Христом, приговаривая: «Ты хочешь прийти и помешать нам жить в свое удовольствие?» Так какова же она, восстановленная Россия, в которой нуждается весь мир? Россия сможет восстать только так, как она восставала раньше. То есть только единственным путем, когда снова будет дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и вся сия приложится вам. «Вас не так учили, ваше боголюбие», — говаривал Николаю Александровичу Мотовилову преподобный Серафим Саровский.
об иерархии духовных ценностей говорил тогда преподобный. О том, что должно быть прежде всего, и поучал он. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские – только средства достижения цели нашей христианской жизни. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божия. А это и означает, что прежде всего необходимо полюбить Христа. Почему русский народ имел царя, но разучился его иметь? Почему интеллигенции удалась февральская революция? На Руси искони иерархия основных ценностей выстраивалась так. Народу нужно было это сочетание 3 дорогих слов. Более всего ему нужно первое слово, как руководящее всею государственной жизнью. Второе слово ему нужно как ограждение первого. Третье слово нужно как носительница первых слов и только. Вот устойчивость русской жизни. Вот ее русской жизни идеология. По инициативе Петра I понятие «отечество» выносится на несвойственное ему первое место. Служение России, служение Отечеству превыше всего. Отсюда совершенно ясно, что если передовые люди посчитают полезным для России свержение того или иного государя, они имеют право это легко сделать, чего не сделаешь на благо Отечества, если оно оказывается высшей целью. Перенесенное таким образом на первое место понятие Отечества становится идеологическим идолом-истуканом. Идол требует жертв. И жертвы этому идолу приносились. Бога стали забывать. И тогда, в начале XX века, впервые услышала Россия: «Не буду более с вами». Почему мир так возненавидел Россию, что разрушил ее духовный генетический код – вера, царь, отечество? Давайте в полной тишине наших сердец услышим ответ на этот вопрос. Услышим символ веры Святой Руси, который она доверила произнести одному из лучших своих сынов. Нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной. За Христа, родившегося в Вифлееме и живущего в России, возненавидел Россию мир. Зачем ты пришел нам мешать? Зачем он нам мешает? Зачем нам мешает Россия? Зачем?
почему мир возненавидел государя Николая II. В августе 1898 года молодой 30-летний император Всероссийский созвал правительства всех народов на Гаагскую конференцию для обсуждения мер к полному прекращению международных войн. Да еще к ужасу западников заявил: «Богатеют не захватом чужого добра, а от честного труда, бережливости и жизни по заповедям Божьим». Сам того не подозревая, наверное, государь в этих словах выразил всю суть своей внешней и внутренней политики. Так, когда стало выясняться, что российский самодержавец не только свою страну, но чуть ли и не весь мир намерен призвать к жизни по заповедям Божьим, силы мирового зла особенно активизировались в русской общественности. В момент завершения своей Гефсимании государь, как будто исполнившись Духа Святаго, 3 словами вдруг дает определение случившегося с Россией. Он как бы зафиксировал, что народный дух, дух смирения, терпения и любви оказался вытравленным из русского характера. Современная же жизнь проникнута духом измены, трусости и обмана. И с этим новым душевным багажом теперь и предстоит жить России. Но прежде чем проникнуть в Гефсиманский сад царя-мученика, попытаемся очами веры увидеть Гефсиманский подвиг Сына Человеческого, где страждущий дух заставил капать кровавым потом пречистое тело. И попытаемся проникнуть в смысл этого слова Гефсимания. И вот здесь, в Иерусалиме, завершил наш Спаситель свой земной путь, претерпев жесточайшие страдания, что и умом человеческим совершенно непостижимые. Иерусалим, Иерусалим, когда приблизились к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. О нем заплакал Спаситель. И сегодня, днесь, плачет наш Спаситель, но теперь уже о нас. Эта икона заплакала в Сербской православной церкви. О чем же сегодня плачет наш Спаситель? 2000 лет назад Господь в молчании взирал на Иерусалим, как бы ища в нем признака жизни духовной. Обильные струи слез возвещали, что искомого не обрелось. «О, если бы!» — воскликнул он наконец от полноты чувств. «О, если бы ты, хотя в день сей твой, уразумел, что служит к спасению твоему!» Так же и ныне, днесь, от наших очей сокрыто то, что служит к нашему спасению. Христу нужно от нас только одно – наша любовь к Нему. И как 2000 лет назад Он смотрит на наши сердца, не находит там любви к себе и плачет. Но как в свое время между израильтянами оставил Господь 7000 мужей, не преклонявшихся Ваалу, так и сейчас нам открылось, что оставил Господь в России, удалившийся от Бога, людей, не подвергавшихся обольщению. Сколько их? 7 ли тысяч или больше? Этого мы не знаем, но только видим, что оставил.
И открылось нам это в Чечне. Евгений Родионов, воин и мученик за Христа. В Чечне попал в плен. Там под пытками отказался принять ислам. За Христа отдал свою жизнь. И этим своим подвигом привел ко Христу свою маму. Сегодня, глядя на наших солдат, воюющих в Чечне, мы видим, что оставил Господь в России материал для ее восстановления. Конечно, не все смогли бы повторить исповеднический подвиг Евгения Родионова, но все же многие из них. Это видно по их лицам. Есть таинственная, материнская связь между нашими воинами и белыми платочками, которым вот уже 1000 лет. Кто же они, наши белые платочки? Белыми платочками у нас называют тех, кому обращены слова Христа. «Алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня». Белые платочки – это те, кто воспринял Христа не как учение, а именно как личность, простотой сердца, которую сам Спаситель им и дал. По всему и эта головка скоро обретет белый платочек. Не внешний, который для порядка, а вот такой, внутренний, который извещает, что сокровищем их сердца стал Христос. И это сокровище они будут хранить так же, как хранят его вот уже 1000 лет. И эту маленькую девочку, как видим, уже готовят к подвигу веры, чтобы вот так, в тысячелетнем непрекращающемся потоке, следовать за Христом, чтобы Он, вновь придя на землю, нашел бы все-таки в России, пусть и малое, но не трусливое стадо. И глядя на наших воинов, и на наши белые платочки сегодня снова воскресают слова нашего пророка Федора Михайловича Достоевского. Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так. Но Христа он знает и носит в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно, истинное представление Христа без учения о вере – это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о Нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и Он любит образ Его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истине всех исповедующего Христа, Он гордится более всего. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. На этом месте, где теперь стоит русский храм Марии Магдалины, и наступил тот великий час, страшный, но неотвратимый час, оставить путь проповеди и вступить на путь страдания. А страдание это
было разделено, так сказать, на два приема – Гефсиманское и Голгофское. На Голгофе встретил Сына Человеческого крест, ужасный сам по себе и окруженный всеми внешними ужасами, но не открывший тех сторон искушения и страдания, перенесение коих не может быть показано нечистому взору всех и каждого. И вот сей-то внутренний крест, может быть, мучительнейшая половина креста, сретает божественного крестоносца в уединении сада Гефсиманского и обрушивается на него всею тяжестью своею до того, что заставляет преклониться к земле и вопиять: «Если возможно, да мимо идет чаша». В чем же здесь именно состояло теперь это мучительное и это ужасное? В принятии на себя не на словах, а на самом деле всех грехов рода человеческого. При этом Искупитель человеков доведен всем подвиги до последней степени истощения душевного. Мало кому под силу хотя бы отдаленно, но все-таки представить этот гефсиманский подвиг, когда слабость плоти вопияла, аще возможно, да мимо идет чаша, но преданность духа в волю Божью постоянно повторяет: «Обаче не моя, но твоя воля да будет». Да будет воля твоя. Что же здесь такого сложного и такого непонятного? В этом коротком прошении содержание всего Евангелия. Как легко его произнести и как трудно исполнить. Произносим: «Да будет воля твоя», но почти всегда подразумеваем: «Пожалуйста, исполни мое хотение». Оказывается, что без борьбы со своей волей невозможно произнести это тяжелое прошение сердцем. Это-то и засвидетельствовал сам Сын Божий, страдая духовно в Гефсиманском саду. Не физические, а именно духовные и душевные страдания и получили имя Гефсимания. Душевные и духовные страдания государя Николая II и русского народа, если Богу будет угодно, постараемся увидеть в следующих фильмах «Гефсимании царя-мученика». Amen.
Thank you.